Свалка в Малгобеке все увеличивается. Это место не раз провоцировало недовольство местных жителей. Здесь же в грязи пасутся коровы, кружат мухи. Очередной рейд организовал комитет экологии. На результатах проверки расскажет Дана Плеева. Отходы, среди которых бытовой, строительный и биологический мусор, с каждым днем расширяют территорию этой свалки. Зловонный запах распространяется по всей округе. Помимо всего прочего, здесь развелось большое количество мух, переносчиков различных болезней. Около 3 дней подряд неравнодушные местные жители буквально бастуют около свалки, ведь она расположена рядом с их селом Лермонтово. Несанкционированная свалка беспокоит Абдулмажита не только запахом, но и одним своим видом. По его словам, она существует уже на протяжении 26 лет. علامات الخوز يخوز أولت وقول من الأجر خوز أول سير تأخير نتوش حلقة بخش على الريسبوبليك يلا شو ده شرطي إسرائيل عيلات وأمريكا 150 متر وأول ستجار مع شكات سريخة تأسس فالك درج ودوخن دوتها تيج عليه تيج مليون جو هم شرطي حشو أذكرتي أشك إنفكسيون زبلواني يزي تأخذني عن زعيم ميين شوط جرادوس يأخذ ميين لا خليولش إسرائيل حلوتي تقول كوا ناري أها يشوا تقول سوا يشوا شرطي حج حيوات سوال كذا يارجو تخلج حتى كور. За столько лет свалку ни разу не пытались ликвидировать. Жалуются жители представителям комитета по экологии и природным ресурсам. А ведь она вредит здоровью тех, кто живет здесь поблизости. Многочисленные письма в местную администрацию и санэпидемстанцию так и остались без ответа. Муниципальный контроль здесь не осуществляется. А баннер, появившийся еще в прошлом году с надписью «Свалка запрещена, штраф 5000 рублей», лишь для отвода глаз, считают они. Потому как, по словам местных жителей, за все время не было наложено ни одного штрафа. Несколько дней назад сельчане проявили инициативу и выкопали траншею, чтобы закрыть дорогу к свалке. Но мусор сюда выбрасывать так и не перестали. نقاق بوز حتى أبو هاوس الموزي بارجوز ديفن أوز حتى حيواوس حار عن قايق أخاي شوز واحتك حار أنا أخاي شوز واحتس داخ بوصل دياهج ويخلش بوصل دين تنخلديش خوين ياهج خلش كذا ديال حقير ديزر خوي أنا كرتر ديال حقير خلي اسمه هم استنو ليلي جروي مو هم دوت دروي فدي الدونة مسكي تخيم مو قايق دو مرزقي قايق دو بقول وقتی که کردر پیدید خون او نوگردیر حلقش عقلش خالش نه لیتیش یاد بقول اونا دقدر خود دلش دا همدی яхва. В прошлом году главой республики было дано поручение о закрытии всех несанкционированных свалок. Весь мусор должен вывозиться в Сунжский полигон. С каждым днем эта река из мусора только расширяет свои берега. Более того, зловонное место облюбовал крупный рогатый скот и домашние животные. Как выяснилось, сорять здесь все, кому не лень. Это относится как к местным жителям села, так и городским. Но большую часть мусора сюда привозит Малгобекская ЖКХ. Свалка не закрывается, свалка эксплуатируется. Несколько раз наши сотрудники комитета экологии прибывали на этот участок, проводили здесь рейды и устанавливали, что сброс отходов осуществляет предприятие ЖКХ города Малгобек. По данному факту мы привлекли к ответственности и главу администрации, и саму администрацию, предприятие ЖКХ и руководителя предприятия ЖКХ. Штрафы, если в общем расчете, больше 600 тысяч штрафов назначено вот по этой именно свалке. До того, как было поручение о закрытии свалки, свалка находилась вот край свалки был где-то метров 100 отсюда. Подальше. Вот это все, что выложено, это уже после поручения. Говорит о том, что абсолютно не соблюдается вот это поручение. То есть выбрасывают мусор. Много раз ловили, много раз наказывали за это, но не имеет это действий для местных властей. Представители комитета экологии и природным ресурсам обнадежили жителей села Лермонтово. Свалка будет ликвидирована благодаря федеральному проекту «Чистая страна». Глава Республики Ингушетия и председатель комитета Магомед Бабхоев находятся в Москве и в ближайшее время встретятся с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным. Обозначит именно проблемные участки в республике, в число которых входит и эта свалка. Туда входят 4 свалки, именно если говорить о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Это свалка города Назрани, Малгобека, сельского поселения Нестеровское и свалка города Карабулак. Родничок, расположенный чуть выше этой свалки, также тревожит сельчан. В этом месте, напоминающем небольшое болото, когда-то бил ключ с кристально чистой водой, которую пили все местные жители. А теперь вода течет прямо к свалке, а там ее пьют местные коровы. И ведомство потребовало от жителей Малгобека и муниципальной власти официального закрытия
перекрытие свалки. Им необходимо осуществлять должный контроль и вывозить мусор в Сунжский полигон. Что касается родника, сельчане заручились привести его в порядок своими силами. И, возможно, в скором будущем это место вновь станет цветущим и служить зоной отдыха для всех жителей Малгобека. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.